психолог, психоаналитик, доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ Вернадского, кандидат наук, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии. И сегодня мы говорим на очень интересную тему, актуальную, как не развестись в период карантина. На самом деле, с одной стороны, хочется улыбаться, как бы вроде бы забавно так звучит, но с другой стороны, есть статистика из Китая, которая к нам пришла, что в период карантина у них увеличился процент разводов. И можем ли мы связывать это с тем, что люди вынуждены были долгое время находиться вместе в замкнутом помещении? Ольга Александровна, как вы считаете? Ну хорошо, Мавиле. Ну, я, наверное, начну, да, немножко уже разъяснять ситуацию. И вот к тому, что вы меня представили, я хочу добавить, конечно же, телезрителям такой момент, что я очень много практикую, и в эти дни тоже. И, конечно же, я вижу то, с чем идут сегодня люди, это действительно очень много конфликтов в семье. То есть, если сначала больше преобладала идея о тревоге, какой-то за бизнес, за какие-то разные такие семейные вещи, ну, или даже была тревога за болезни и умереть, то сегодня прям все поголовно стали переживать за свои отношения, да, и как бы многие даже уже собрались разводиться. Поэтому первое, что хочу сказать, давайте, пока мы не разберемся, хотя бы сегодня, разводиться никто не будет, потому как, может быть, сегодняшняя наша с Мавиле работа, ну, будет таким упреждающим, может быть, инструментом, может быть, что-то поймете. Во всяком случае, мы постараемся это сделать. Итак, что же происходит? Для того, чтобы, ну, вот подсказать что-то, помочь, разъяснить, какие-то, может быть, дать, ну, не методики, нет, конечно, это в семье очень трудно, но хотя бы идеи для помыслить, как увидеть это, да, и, наверное, мы точно с этим поделимся. Поэтому вот первое, что мне хочется сказать, что, ну, сначала пошутить, конечно, хочется. Ведь мы с детьми тоже сейчас очень много конфликтуем, но мы же с ними не разведемся после карантина, потому что мы их любим. Поэтому это какой-то такой процесс идет, который, видимо, ну, закономерный, да, и это всего лишь конфликт. И я вам хочу показать сегодня и хорошую сторону конфликта, потому что у конфликта есть и созидающие вещи. Есть, конечно, и деструктивные. Если конфликт разрешается неправильно, то у конфликта есть и созидательные вещи. Ну вот смотри, Мавиле немножко так удивилась, но я вам хочу сказать, Мавиле, что конфликт, он всегда объективирует источник разногласий и устраняет их. Поэтому, если нет конфликта, значит, не объективировалось нечто, то, что в семье назрело, да. Ну и вообще, любой конфликт, он как бы приспосабливает семью к новым условиям жизни. А мы видим, какие у нас сегодня новые условия жизни. То есть прям Ольга Александровна, такие, которые вот... еще, наверное, человечество не знало. Поэтому... Хочу, знаете, какой момент Да. уточнить? Вот по поводу вы говорите, что конфликты позволяют объективировать некоторые вещи. Вот что правильно, как правильно трактовать слово «объективировать»? Ну, вот смотрите, объективировать это когда конфликт, например, зреет, да, ну, например, женщина тратит много денег, а мужчине труднее их зарабатывать. И это, в принципе, если мы об этом молчим, если конфликт такой пассивный, то мы тогда, он латентно зреет и все равно взорвется, и, наверное, может быть, будет поздно. Когда мы начинаем конфликтовать, женщина говорит, хочу все равно так же тратить, а мужчина говорит, нет, хватит, прекращай, денег мало, мы строим дом, например, поконфликтует парочка, и, в принципе, ну, как бы, может быть, мужчина признается в том, что его доход уменьшился, он этого не говорил, как мужчины любят это делать, женщина, может быть, покажет, что за ее чрезмерными тратами денег стоит другая какая-то проблема, например, отсутствие эмоций мужчины, и, в принципе, вот
вот этот конфликт, в конце концов, может интегрироваться и привести к определенному примирению. Ну, это, конечно, такой очень простой пример. Но вот что значит он объективируется. Он не замалчивается, а он как бы выходит наружу и обсуждается. Ну, конечно, вот в данном случае конфликт, ну, конструктивный. Но если конфликт не интегрируется, не обсуждается, каждый стоит на своем упрямо, да, наверное, сегодня тоже об этом поговорим, этот конфликт, конечно, будет деструктивный в том плане, что может привести к разрыву отношений, да, и ну, к разрыву семьи, ну, что очень печально, поэтому тут всегда я предлагаю идти к психологам. Поэтому вот, ну, примерно вот такой мой ответ. Смотрите, такой еще интересный момент, о котором сейчас многие тоже говорят в шутку, да, что сейчас настал такой период, когда у нас появилась возможность ближе узнать друг друга, да, ближе узнать тех людей, с которыми мы сейчас живем, с которыми мы остались вот в такой ситуации, с которыми нам приходится проводить больше времени. Есть ли какие-то рекомендации, как это сделать эффективно? То есть не через конфликт, например, а есть ли какие-то другие способы узнавания особенностей друг друга? И в какой, может быть, период это правильно должно было произойти? Да. Ну, знаете, Мавили, я вам скажу, что у нас эти шутки появились давно, когда еще у нас отключали свет. И если вы помните, в соцсетях было полно картиночек из той серии, что вот познакомился с женой, оказалась интересная женщина. То есть мы все сидели со свечами, общались с близкими, и у нас уже несколько такой опыт есть в Крыму, в отличие от, скажем, там других мировых практик, да. Вот. И конфликта, кстати, тогда было как-то меньше. Ну, тогда мы еще работали днем. Ну, в чем специфика вот того, о чем вы сказали? Ну, знаете, наука, опросы, во всяком случае, психологические, социальные, они говорят о том, что чаще женщины идеализируют партнера, идеализируют, да, и потом приходит разочарование. То есть идеализация, это что значит? Что они как-то его видят не так, как он есть на самом деле. Ну, идеализируют, или же наоборот, обесценивают, то есть даже не заметили, что он такой у них хороший. То есть как-то искажают его образ. Чаще женщины. Мужчины как-то женщину видят более реалистично сразу, и более того, у них всегда меньше к ней требований в каких-то таких вещах, которые сразу не видят. Да, то есть, например, мужчины не ждут от женщины, что она экстрасенс, а вот женщины часто думают, что мужчина ее по одному взгляду должен понимать и чувствовать. Ну, это, так сказать, отступление. Так вот, и вот именно вот чем эта иллюзия была больше иллюзией, чем мы нарисовали себе больше этот образ, тем, конечно же, разочарование будет сильней. И поэтому, когда мы выбирали партнера, мы должны были присмотреться и хорошо его изучить. Более того, когда мы стали жить вместе, мы же все меняемся, и мы меняемся, и наш партнер меняемся. Заметили ли мы, что наш партнер изменился? Вот. В лучшую сторону, в худшую, это другой вопрос. Но мы, может быть, эту идеальную картинку себе рисуем, и очень часто от реальности убегаем. Убегаем на работу, в спортзал, там, к подружкам, куда угодно. От реальности, которая уже начинает настораживать. Поэтому, конечно же, вот задайтесь целью, вопросом задайтесь и целью, да, узнать партнера, а какой же он на самом деле, без иллюзий. И если он вам не понравится в реальной жизни, что он вдруг оказался раздражительным, злым, жадным или чрезмерно щедрым, расточительным, мы должны задуматься, не стресс ли на него так повлиял, и не делаем поспешных выводов. Вот, ну, это так, Мавиле, да, мы пытаемся разрядить ситуацию, мы немножко шутя, наверное, будем как бы больше пессимистических таких и шуточных ноток, наверное, было бы полезнее, потому что информационные перегрузки у нас сейчас страшнейшие. Нет смысла там говорить, что мы там все после карантина разведемся. Нет, не разведемся. Мы, думаю, на радостях все друг другу простим, построим более сильные, крепкие семьи. Ольга Александровна, вот тут из того, что вы сказали, у меня вытекает очередной вопрос по поводу выбора. Вы сказали очень четко слово «выбор» по отношению к будущему, например, партнеру.
И мне сразу возникает вопрос, потому что очень многие говорят про химию, что не мы выбираем вообще, что выбора нет, что вот должна произойти химия, и вот тогда это твой человек. Расскажите, пожалуйста, может быть, из своего опыта или из своего терапевтического опыта, всегда ли вот как бы это химия, и всегда ли химия является хорошей основой для прочного союза? Да, хороший вопрос и такой актуальный для всех, я думаю. Ну, знаете, я хочу в качестве предисловия сделать сразу такую, ну, вот такой посыл, что психология – это такая наука, это не химия, не математика, где все почти однозначно. Психология – это такой набор мини-наук, и каждая теория очень сильно разнятся друг от друга, поэтому иногда даже противоречит то, что говорит одна теория, может уже опровергать другая теория. Тем не менее, я покажу одну из моделей, такую легкую для любого зрителя, ну, с любой подготовкой. Да? Ну, вот, например, возьмем две модели выбора партнера. Например, биологическую, так называемую, и социально-психологическую. Вот биологическая модель – это та, о которой вот сказала Мавиле. То есть это вопрос, ну, во-первых, в биологических моделях основной целью создания брака является продолжение рода и такого здорового рода. Поэтому женщина должна быть красивой, как признак здоровья, родит хороших детей, а мужчина должен быть сильный, который добытчик и накормит этих детей. Вот туда входит вопрос и химии, и совместимости биологической, привлекательности, и все вот эти вот биологические вещи. Но основная цель, повторюсь, это продолжение рода, рождение детей, и, значит, чтобы все были здоровенькие, и это будет счастье такой модели. А социально-психологическая модель, это уже посерьезнее модель, я бы сказала, более зрелая, наверное. Это когда люди ориентированы на потребностях психосоциальных. Если в том больше эмоционально-сексуальные отношения, то здесь социально психологические потребностные, да, то есть у нас есть высшие потребности, сюда могут входить и религиозные потребности, и одинаковые ценности, и одинаковые взгляды на жизнь, то есть такие целые модели, да, вот, я уже не говорю о моделях семьи как таковой, их очень много, может быть, сегодня успеем о них переговорить, поэтому, когда у человека потребности, скажем, в чем-то высоком, например, музыка, искусство, литература, да, вот, у одного из партнера, а вот другой партнер только считает, что надо накормить и хватит, то мы будем видеть столкновение вот этих двух моделей, тоже чревато конфликтом в семье. И, кстати, хочу сказать в контексте сегодняшней темы, что именно все конфликты, которые латентно зрели до этой ситуации, они, конечно же, все вылезут наружу именно сейчас. Поэтому их очень большая разновидность. Что сегодня успеем, покажем. Что не успеем, подумайте, так сказать, сами. Но сегодняшняя ситуация облегчает все то, что было латентным. Поэтому вот какие-то такие вещи, которые не очень осознавались партнерами, они сейчас просто вскрываются. То есть, и вот по еще сути, хочу сказать да. про еще одну модель. Да, не могу никак сказать про такую модель, которую вы меня все-таки представили как психолог и психоаналитик, и я очень, где только можно, показываю, насколько психоаналитическая модель объемно показывает и конфликты в том числе. То есть выбор партнера в данной концепции психоаналитической основан на детском раннем опыте, и он как бы, этот выбор, этот союз, он, ну, во-первых, моделирует детство, родительскую модель детства моделирует, это одно, а на бессознательном уровне, то есть есть, оказывается, у человека такие уровни, которые им не осознаются. Поиск партнера ищется по дефицитарным вещам, то есть недолюбили, потребности не удовлетворяли, вот эгоцентризм не потешили. И, в общем, вот это очень близко к тому, чтобы семейная пара вступила в невротический такой союз, что тоже чревато вот большим, спектром конфликтов. И поэтому призываю вас
мы же обещали вам тут какие-то техники, проследить, не ищете ли вы в своих семьях и партнерах то, чего вам не хватало так в детстве. Если это оно, знайте, это плохой знак. Нам нужно строить зрелые отношения. И, конечно же, я надеюсь, что последует вопрос, а что же такое зрелый брак? Ну, подождем, Да, пока я он просто, последует. я хотела как Мавиле. раз на самом деле его задать, потому что, ну, вот здесь у меня появилось два вопроса сразу. Первый вопрос связан с тем, что сейчас вот, когда начали актуализироваться очень многие конфликты, мы можем даже сказать, что это благоприятно того, чтобы полечить отношения, да, то есть вот те конфликты, которые находились в латентных состояниях, чтобы их сейчас разобрать, но сделать это правильно. И вот здесь у меня возникает два вопроса. Первый вопрос, который я очень часто слышу сейчас, и который часто, мне кажется, адресуется психологам, как изменить своего партнера. То есть он не такой удобный, оказывается, как мне хотелось бы, и вот как, буквально это звучит, как мне сделать его таким удобным, да? И вот второй вопрос, насколько это уместно в зрелых отношениях, то есть что такое зрелые отношения? Хорошо. Ну, поэтапно. Здесь, как всегда, у вас в одном вопросе, Мавиле, огромный океан проблемных зон. Попробую сейчас я как-то кратко на каждый из этих вопросов ответить. Итак, я с вами не соглашусь, что сейчас удобное время выяснять отношения. Ни в коем случае. Давайте сейчас, знаете, устроим такое, как, ну, метафору, простите мне за такую метафору, как там в джунглях, да, перемирие, есть какое-то перемирие, когда воды нет, все к водопою идут и не едим друг друга, да. Вот давайте сейчас просто перетерпим и переживем. Сейчас не время выяснить отношения. Присматриваться время, смотреть, копить, анализировать, планировать это сказать, потому что все, как себя ведет каждый сейчас партнер, он сейчас тоже искажен. Это не истинное поведение человека в данных условиях, оно стрессовое, особенно у мужчин, потому что это и заработок, и он никогда не был так близко с детьми, с семьей, для них это шок. Если вы помните, я в прошлый раз вспоминала эту картинку, выбирайте А или Б, и там сразу B, да, то есть лишь бы не семья, не дом. Поэтому для мужчин особый шок. Поэтому мы сейчас не выясняем отношения только потому, что сейчас картинка искажена. Мы просто присматриваемся. Если мы этот момент увидим, что в момент стресса человек себя повел так, а после стресса он вернулся и стал, как было раньше, может, половина таких будет моментов, что это просто, ну, нивелируется со временем. Это первое. Второе. Что значит поменять партнера? Никогда мы не поменяем партнера. Мы должны меняться сами, если что-то не так. О чем это я? О чем это я? Мы очень часто в партнере видим то, чего там нет. Мы в партнере видим чаще себя самого, как в зеркальце. Мы видим то или что-то такое, что в нас есть, но мы не хотим знать про себя, это проекция, да? Или наоборот, то, чего в нас нет, а хотелось бы, а партнер обладает такими качествами, и нам немножко завидно, скажем так, и нам тоже его бесит, нас это в нем, да? То есть поэтому тут я бы обратила внимание на то, сколько вас в этих интерпретациях про партнера. Это вообще во всех отношениях, и в дружбе, и во взаимодействии на работе, и в личной жизни, когда партнеры видят то, чего вообще там нет. Поверьте, в практике, в паре это вижу, эту разницу рассказов, что говорит один человек о ситуации, один партнер, потом приходит другой партнер, говорит, это вообще небо и земля. И я всегда удивляюсь, ситуация та же, а рассказ о ней просто несовместим, просто как будто это два разных человека участвовали в этой ситуации. Дальше. А по поводу, Мавиле, вы еще такой был вопрос, изменить другого, не выясняем. Зрелые Был отношения. Зрелые отношения. Зрелые отношения, верно. Наверное, самый важный.
Так вот, смотрите, мы, психологи, вот часто говорим про зрелую личность, что это такое, да, сейчас я напомню, кто не знает, или кто знает, повторит, что такое зрелая личность сама по себе. Но еще и у отношений брачных есть понятие зрелые отношения брачные. Так вот, зрелая личность, да, это личность, которая ну, как я уже сказала, теорий много и определений много, я там свое очень простое, житейское такое определение, что зрелая личность – это человек, который правильно тестирует объективную реальность, без искажений. Он видит без искажений мир, ситуацию экономическую, политическую, семейную, потребности другого человека, свои потребности он их видит. Не видя свои потребности, ты никогда не увидишь потребности другого человека. Не увидев свои импульсы, ты будешь проецировать на другого человека и видеть их там. Вот как параноик, ему же кажется, что все его хотят убить, а это всего лишь его вытесненный какой-то агрессивный импульс. Поэтому зрелая личность – это личность, которая правильно тестирует реальность, учитывая всю эту реальность, вырабатывает поведение и, собственно, выстраивает свою жизнь, и она счастливая, гармоничная, интегрирует все импульсы несовместимые, например. Ну, вот это целая история, кстати, предлагаю на эту тему прям сделать нам эфир. А что же такое зрелые брачные отношения? Ну, я предложу такую модель. Вот, повторюсь, их много. Но я предложу такую, как бы, легкую для разного уровня восприятия людей, далеких от психологии. Ну, скажем, в брачных отношениях выделяют три фактора. Это социальный, эмоциональный и интимный. Вот три эти фактора, мы должны на каждом из них остановиться. Интимный – это вопрос понятный, мы даже не будем сегодня касаться. Нас интересуют два других – социальный и эмоциональный. Социальный – это роль. У тебя роль как жены, как мужа, да, вот четко понимать свою роль. И вот этот социальный уровень, я бы так сказала, уровень, да, или фактор уровень, он договорной. Мы должны договариваться, кто выносит мусор, кто укладывает ребенка, кто везет в школу. Это договорной уровень. Эмоциональный уровень – это, понятно, уровень, когда ну вот, любовь, морковь, все вот эти теплые, близкие, эмоциональные отношения, чувства друг к другу, да, вот любовь. И вот, ну и интимный, понятно. Так вот эти все три фактора должны гармонично быть интегрированы, и нельзя их путать. Как правило, мужчина останавливается на социальном, договорном. Вот он хочет договориться, и все, и больше он никуда не хочет лезть. Женщина останавливается на эмоциональном уровне, и у нее постоянно кипят страсти, эмоции. Скажи мне 150 раз, что ты меня любишь, там, дорогой, ты меня любишь, он отвечает, я тебе уже отвечала на этот вопрос, если что-то изменится, я тебе скажу. Он даже не понимает, что ей нужно постоянно повторять. Вот, поэтому вот когда вот эти все три фактора гармонично интегрированы, и мы переходим при общении из одного в другое, то есть сейчас у нас социальный, договорной, мы договариваемся о ролях в семье, сейчас эмоциональный, мы в обнимочку кино смотрим, не нарадуемся глаз там своей душевной теплотой к супругу и к детям, и интимный, само собой. Вот. Но когда каждый фиксируется на одном из них, а еще если на каждый на своем, вот вам, пожалуйста, еще одна модель конфликта. Поэтому вот ответ на то, что примерно можно понимать под зрелым браком, и вот каждому, например, порассуждать теперь вот через эту призму. Вот кто как свой брак сейчас увидит, где страдает брак в этой трехмодельной, ну, вот описанной модели. Тогда у меня такой вопрос. Мавиле? Да, как правильно выражать свои потребности в отношениях? То есть, как правильно сказать, что мне нравится, что мне не нравится, чего я хочу, чего я не хочу? Угу. Хорошо. Хорошо. Ну, во-первых, нужно определиться с какой-то такой точкой, наверное, отчета. Ну, что вообще объединяет брак? Да? Общие цели. Если общие цели у семьи, ну, совместные, да, и если наша цель совместная построить дом,
то идти и говорить мужу, что я хочу шубу, как-то не очень уместно. Или, например, то есть мало того, что я хочу шубу летом в период карантина, так я еще ее хочу, так я еще стесняюсь это мужу сказать, и как бы мне ему выразить. Но одно дело, я, конечно, опять шучу, одно дело понимания, соответствия потребностей общим целям. То есть если это входит в общую цель, это если не является маленькой крохотной какой-то такой посылом в разрушение семьи, во вред семьи, то можно обговаривать. Вообще психологи очень часто учат людей обговаривать элементарные вещи. И потом они так радуются, для них это так удивительно, что так все просто. То есть мы всего лишь договорились и все. Более того, поторговались. Даже поторговались, что давай ты, значит, с себя завтрак в 8 утра, а с меня каждый вечер ромашки. И все, и договорились. Но я бы хотела глубже, Мавиле, эту проблему затронуть глубже. И работают с ней уже психоаналитики. Очень часто, особенно женщины, подчеркну, и у мужчин, правда, встречаются, хочется, что человек, который тебя любит, как бы разгадал твое желание. Мы тут вначале, помните, говорили, что вот женщины ждут от мужчин, что они экстрасенсы. Вот женщина почему-то думает, что мужчина, если он ее любит, то он обязательно должен по одному взгляду разгадать ее тайное желание. Хочет она шубу, шоколадку или мандаринку. Так вот, откуда это желание? Женщина же не виновата, что она эту картинку так видит внутри. Это привет из прошлого раннего детства, когда наши желания разгадывали наши родители. И вот это вот желание, когда родитель когда-то не сумел разгадать вот это вот желание, оно остается и переносится потом на любимого партнера. И если вы помните, мы вначале об этом говорили, что вот женщина, что при выборе партнера иногда мотивом является вот ожидание от партнера удовлетворения потребностей, которые в детстве когда-то были фрустрированы, то есть не удовлетворены. Да, вот сейчас мы, вот видите, вышли опять на этот же круг. Поэтому и третье, что хочется сказать, вот задумайтесь, почему вам трудно сказать о потребности, чего вы боитесь. То есть вы боитесь фрустрации, то есть что вам не ответят, ответят тогда, что это за страх, анализируем, да, или вы боитесь, то есть вы боитесь отказа, да, или что стоит за тем, что я боюсь эту потребность озвучить. Потому что у близких людей, особенно если эмоциональная составляющая выше нам озвученная, нормальная, то мы очень откровенны друг с другом. Мы сначала говорим, чего хотим, а потом обсуждаем, насколько это нам актуально, не актуально и так дальше. Вот так понятно примерно, Мавиле? Да, примерно понятно, но мы опять же возвращаемся к тому, что важным фактором является проговаривание. Но я просто думаю, можно ли без помощи психотерапевта научиться правильно выражать свои желания, да, то есть правильно их озвучивать и анализировать, почему там возник, например, тот или иной страх, насколько вообще часто люди готовы прям сесть и проанализировать, а почему я боюсь там это озвучить, например, или почему, когда я что-то прошу, это звучит часто там как претензия, например, что ты там не догадался, ты там мне не дал, да, там, ты еще что-то. И как правильно, может быть, сейчас период, когда вот есть возможность это все проанализировать в взаимоотношениях и правильно подобрать не то чтобы ключик, но научиться правильно выстраивать диалог. Можем ли мы что-то порекомендовать нашим подписчикам, как правильно это делать? Ну, знаете, я всегда против любого рода манипуляций. Против. То есть, конечно, можно, психологи имеют таким инструментарием, если вы видите, на этом строятся там различные уловки, рекламы различные, да, психоаналитики, конечно, себе этого не позволяют, или психотерапевты, которые за честность, за справедливость, за то, чтобы все это было, гармонично. Гармония — это прям вот есть справедливость некоторая, и в отношениях в том числе. Поэтому, конечно, есть манипулятивные вещи, но о них мы точно,
но это неправильно. Прям вот, как бы так сказать, чтобы вот он точно согласился да, на что-то. Вот, например, вот давайте проанализируем такую вещь. Ну вот женщина часто, что часто, да, просит женщина? Каких-то материальных вещей. То есть она чего-то хочет, и это нормально. Это вообще на то она и женщина, чтобы там чего-то хотеть. А мужчина на то он и мужчина, чтобы немножко эти желания, да, обуздывать. Так вот, и вот мужчина, например, не дает денег на какую-то прихоть. Он не потому их не дает, что он вас не любит, или что он не что он жадина, а он их не дает потому, что у него вполне могут вызывать тревогу, прям настоящую мужскую тревогу, вызывать ненужные траты. И вот мужчины чаще всего говорят, зачем мне 125-я кофточка, там, зачем мне там еще 32-я пара обуви. Для них это как выкинуть. И это у них вызывает тревогу, но мы же должны уважать чужую тревогу. А между прочим, им мы говорим то же самое. Мужчины, когда она пойдет покупать 325-ю пару обуви, она так снимает тревогу. Мы должны уважать ее тревогу. Поэтому, возвращаясь к потребности женщин, конечно, нужно же подумать, женщина всегда, зрелая женщина, да, и которая, ну, зрелая, я имею в виду личностно, да, она где-то себе отдает отчет на то право, имеет она право на излишество или нет. Вот. И поэтому иногда она сама себя останавливает, и это есть хорошо и норма. Когда я сама себя останавливаю, чтобы, что я понимаю, ну да, я, по-моему, тут слишком злоупотребляю, да, вот. Но если же мы видим, Мавиле, вот есть такая проблема, не хотелось бы сегодня больших проблем затрагивать, но есть они. Есть такое тихое экономическое насилие мужчин над женщиной. То есть он вроде как называется ее мужем, вот, вроде бы как на хлебушек денежек дает, а на другие потребности, ну, как бы они фрустрированы. Мы сегодня об этом, кстати, говорили, что если у мужчины модель биологического выбора, а у женщины, скажем, социально-психологического, ей нужен последний томик Ницше, например, да, то, конечно, вот эта фрустрация ее потребностей, конечно, вызывает очень большие психологические проблемы, это правда. Поэтому, ну, это настолько огромный спектр, ну, вот, нужно на него смотреть со всех сторон. Вот так, наверное, закончу этот вопрос. Потребности бывают истинные и невротические. Невротические потребности ненасыщаемы. Сколько бы вы всего там ни купили, не выпросили денег, вам будет все равно плохо. И это я больше к женщинам обращаюсь. Истинная потребность, она насыщаема, и она не гипертрофирована. И вот часто женщина не может отличить невротическую потребность от истинной. И поэтому идет вот такая, ну, постоянная вот беготня за вот материальные, наверное, вот разговоры с мужчинами, борьба, наверное, с мужчинами за денежки, и чтобы купить там что-то себе. Но если я, мы об этих знаете, потребностях. Мы можем поговорить о других потребностях. Да, я просто когда говорила про правильное выражение своих потребностей, я даже не сколько имела в виду манипуляции, безусловно, отношения должны выстраиваться экологично. Я больше имела в виду тот фактор, что часто, когда что-то вызывает у нас эмоцию, да, например, какая-то конфликтная ситуация внутри семьи, мы начинаем говорить не очень конструктивно, да, то есть наш диалог, он больше эмоциональный, а в эмоциональном диалоге мы редко можем донести, собственно, зерно своей мысли. И вот мне хотелось как раз поговорить о том, как мудро и зрело подойти к каким-то конфликтным ситуациям, которые возникают. Угу. Мавиль, я тут смотрю, вопросики интересные идут, но я не успеваю прочитать, пока я сейчас посмотрю, вопрос, да. основные, пожалуйста, выделите. Да-да-да, я сейчас посмотрю. Ну, знаете, я бы вот к чему призвала женщин. Но женщина – это
все-таки, ну, некоторая, как жена, как женщина, она является амортизатором некоторым, она является домашним психологом, вот так можно сказать. Поэтому, конечно же, ну, не все мужчине нужно высказывать, прям вот брать ему сразу говорить, а вот ты так на меня накричал, а вот ты пришел, ты не поздоровался, или ты сухо поздоровался со мной, или там еще какие-то претензии. То есть какие-то вещи мы должны амортизировать эмоциональные. Мы для того и жены, потому что у мужчин очень много, ну, как бы обязанностей в жизни, в добыче средств, что он, конечно, что-то принесет домой своему любимому психологу, жене. Но злоупотреблять тоже нельзя, понимаете? То есть вот всегда две стороны имеют такие, ну вот, грани, где это еще конструктивно для семьи, а где это уже там переходит в насилие, да, поэтому, ну, здесь тоже нужно четко, пристально смотреть, дабы одно не переходило в другое. А так и не обязательно, прям вы обиделись и прям быстренько мужу высказываться. Знаете, вообще, вот есть такое понятие борьбы за там, влияние власти, это нормально, конечно, это естественный процесс распределения власти, но мы должны понимать, всегда женщина должна понимать, которая хочет власти, да, в семье, ответственность на том, кто у власти. Поэтому пошуметь, покомандовать может и женщина, но право имеет тот, может быть и женщина, кто несет ответственность за все происходящее и за последствия. Женщина же, она же импульсивна, а там гормоны и все, и у нее картинка, значит, строится одним образом, гормоны поменялись, потом она другую стратегию выработала, и так 3 стратегии в день. А ответственность кто будет нести за то или другое? То мы дом строим, то мы машину покупаем, за неделю у нее стратегия. Вот. Поэтому власть имеет тот член семьи, который несет полностью ответственность. Соединить эти вещи, я думаю, многие меня поймут, о чем я говорю. Тут был такой интересный, не то чтобы вопрос, да, а утверждение. Вот вы говорили о финансовом насилии, да, таком со стороны мужчин, а тут как раз комментарий по поводу, смотря кто заведует финансами, то есть рассматривается вопрос женского финансового насилия. Встречались вам такие ситуации вообще, когда женщина все-таки несет ответственность? Ну, вы знаете, да, в этом, ну, вот как раз-таки мы минутой раньше говорили о том, что вот власть над деньгами пусть имеет тот, кто несет и ответственность, понимаете? Потому что если дать деньги все импульсивной женщине, она за 3 дня спустит в магазине, в шопинге все, и потом кто будет ответственный за кормежку детей? Поэтому если женщина лучше распоряжается деньгами, да, она знает, где дешевле что-то продается, продукты, одежда, скидки, и она несет ответственность за финансовую сторону, конечно, должна быть женщина. Вот. Ну, это как раз-таки вот тот уровень социальный, помните, мы говорили, распределение ролей, это все проговаривается. Очень часто в парах встречаются такие диалоги насчет финансов, что мужчина говорит, я не умею тратить деньги, я их спускаю. Моя жена такая молодец, она все по полочкам, очень аккуратненько, все у нее все хватает. Более того, я иногда даже не знаю, где она взяла столько денег, чтобы вот такое все было, чтобы была и такая посуда, и такие шторы, и такая одежда, а жена половина сама пошила. Есть наоборот. Женщина неправильно финансами себя ведет, она все сольет за недельку, и бедный мужчина потом голодный сидит на одних макаронах. Поэтому, конечно же, это все обсуждается, между прочим, способом проб и ошибок. Да, то есть попробовал один поуправлять, понял, что не получилось, отдает власть в другие руки. Это на первых этапах брака, конечно, ну, этот этап есть, когда идет построение семьи. Я хотела бы напомнить нашим подписчикам, Мария, которые смотрят вопросы? эфир, что у нас есть еще 20 минут, поэтому, на самом деле, если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Мы постараемся, Ольга Александровна постарается ответить. Вот тут есть комментарий по поводу того, что почему-то думала, что карантин сблизит людей и восстановит романтику, ведь в будничной жизни так мало времени друг на друга. Интересно. Интересное мнение. Ну, наверное, Да, здесь тоже нам я нужно вижу, взять ответственность на себя. То да, есть мы можем да. создать сами эту романтику внутри семьи. Ну, Мавили, я все-таки отвечу, хороший такой комментарий, знаете, он чем особенно хорош, актуален, очень актуален.
такое слышится уже, что вот мы думали сейчас, вот будет так, а оно вот так-то. Знаете, вот мы чуть раньше говорили, какую-то тему касались, так вот, в чем-то трудность нам всем вместе находиться сейчас, даже между людьми, которые друг друга очень любят, даже между матерью и ребенком сложно. Вот мы же пошутили, что с детьми-то мы не разведемся, да, после карантина. Так вот, у нас у каждого есть свои, конечно, границы. И вот, и вот эти границы, они нарушаются, особенно если есть бытовые не очень удобные условия, да, маленькая квартира, например, и когда это пространство нарушается, ну какой бы тебе ни был родной, близкий, любимый человек, это будет рано или поздно вызывать напряжение, даже то неосознанное. И если у вас это есть, не бойтесь, то есть не думайте, что вы разлюбили человека из-за того, вот вы чувствуете негативное какое-то отношение к человеку, с которым вы близко находитесь, вот 2 недели, 3 недели мы уже сидим, да, просто знайте, что это не разлюбили вы его, а это уровень тревоги дает психика бессознательная, только потому, что нарушены ваши границы, которые должны быть, ну тоже, вот мне понравилось ваше слово экологичность, да, мы его редко психоаналитики используем, вот экологичное пространство, оно психологическое пространство, да, не экологично расположено, поэтому давайте вот тут потерпеть, вот просто мобилизироваться и потерпеть. И не разочаровывайтесь, что не получилось у вас создать романтических отношений, потому что, ну, романтические отношения, они кратковременные, на то они, и вот специально мы делаем иногда романтические там какие-то вечера и встречи даже с супругами, да, то есть это и букет цветов, и поход в ресторан, и какой-то такой душевный вечер, детей отправили к родителям, он кратковременный. Романтики долго не бывает. Даже медовый месяц, он только месяц. И поверьте, с ума сходит через 2 недели после медового месяца. Вот, поэтому не беспокойтесь, если вы столкнулись с таким феноменом, это нормально, так у всех. Ольга Александровна, на самом деле у У нас вас аж осталось... полегчало, пишет. Да, мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что каждый думает, что у него сейчас начались проблемы, вот у других все хорошо, у меня проблемы почему-то в семье. Но на самом деле это нормальная, наверное, ситуация сейчас для всех нас. Важно это понимать, что как бы эти эмоции, вызванные там нынешней ситуацией, это нормально для того, ну вот как бы тот градус, та атмосфера, которая сейчас внутри семьи, и что если там растет какое-то напряжение, это в принципе не критично, не катастрофично, это не значит, что нужно бежать разводиться. Есть ли какие-то еще практические рекомендации, как мы можем сейчас... Совершенно... Да-да. Угу. Вот совершенно верно, вы вот сейчас сказали, это и будет наша рекомендация основной. Вот то, что вы сейчас сказали. Понимание того, что с вами происходит, и вы в этом не одни, что это есть некоторые закономерности, как физические, так и психологические. Даже понимание этого намного облегчит вам, что это законы, которые от вас не зависят. Вы понимаете, что есть, как вот в физике есть свои законы, в химии, не знаю, там, ну, вообще весь мир наш очень детерминирован, да, точно такие же законы в психике, поэтому вы себе нарисовали картинку, боже, 2 недели с любимым в обнимку, проходит 3 дня, а психика говорит, упс, нет, все, хватит много, вот, и вот такого много будет, что мы себе рисуем как-то вот так, а психика нам все равно сделает так, как устроено по ее законам, поэтому вот понимание того, что это не только у вас. И вот эта вот фраза девушки, спасибо большое, ух ты, аж полегчало, чаще всего мы ее слышим в том месте, когда мы говорим, а у других как? Они говорят, тоже так, о, фу, слава богу, то есть не у меня одной. Значит, вот, нормально. Значит, нормально, да, поэтому, ну, еще хочу вам сказать, конечно, это новый феномен, новый в нашей жизни, и я преподаю в университете, и сейчас у нас лекции тоже онлайн, и очень интересно, такой тоже новый опыт, и вот мы прям студентам, я сегодня предложила, говорю, ребята, давайте срочно исследование проведем психологическую динамику семейных отношений в карантине, ведь нам
такого еще мир не давал возможности такой исследовать динамику на первый день, на второй день, именно в этой психологической атмосфере, да, когда это и страшно за будущее, когда все по-другому. Поэтому мы поделимся новыми исследованиями, и ну, пока тот материал, который наука к этому времени что-то имела, мы вот с Мавиле, так сказать, попытались как-то вам показать, разъяснить. Но этот феномен мы будем изучать еще. У нас есть, в принципе, еще время, поэтому мы можем, например, отойти от конкретной ситуации карантинной, да, и поговорить в целом об отношениях. Мне вот интересен такой момент, что, кстати, вот в карантине, да, даже материальные все равно составляющие, они играют достаточно большую роль, и вот сейчас в карантине, когда многие остаются без работы, когда многие обеспокоены, здесь, кстати, вот писали тоже, экономическая ситуация влияет, общая обеспокоенность о будущем. Важно, наверное, чтобы женщины умели поддержать мужчин, да, не критиковать, не говорить, а что мы будем кушать завтра, там, или на какие деньги я куплю себе новое платье, а вот как раз важна поддержка. О, ну, вы знаете, Мавили, мы вот что-то под конец затронули самую глобальную тему, наверное. Потому что все, что мы говорим сейчас о конфликтах между мужчиной и женщиной в период карантина, мы забыли сказать, ну, я так мысленно это себе держу, но не хотелось грусти, да, в эфир, но все-таки мы забываем, что серьезной основой это тотальный стресс и тревога. Мы сейчас все в стрессе находимся и в тревоге разного рода, начиная от смертельной угрозы, что мы боимся заболеть и умереть, да, заканчивая страхами, ну, даже я бы не сказала, что они менее опасны, это все-таки финансовая наша составляющая, да, на что мы будем жить, что мы будем есть, ну, и такой даже потеря привычного образа жизни, да, что я вот привык каждую неделю там маникюр, педикюр, прически, ну, и там все такое, да, такое, чтобы развлекались. Мы же очень много в этой жизни развлекались, мы уже заигрались вообще, честно говоря. И теперь мы будем лишены этих привычек, а это тоже стресс. Поэтому, конечно же, я думаю, что думающая женщина любая понимает, что никаких сейчас разговоров о том, чтобы мужа упрекать в том, что финансовая сторона немножко будет хромать, ну просто это уже точно не женская роль, это какая-то роль ребеночка, только маленький ребеночек может говорить, дайте мне игрушку и все, хочу сейчас и прям сразу. Ребенок на это имеет право, он ребенок. А если себя так ведет взрослая женщина, то мы называем, ну, такую личность инфантильной, то есть, ну, незрелой по-русски. То есть зрелый человек – это все-таки, который тестирует реальность, да, вот то, что мы чуть раньше говорили. А незрелый – это тот, который себя вот включает ребенка в себе. То есть это незрелая личность, инфантильная. Поэтому женщина не хочет знать, где ты возьмешь вот такой кризис, там, денежки, я хочу все мои привычки, чтобы были сохранены. Нет, так, к сожалению, ну, вот такая женщина должна понимать, что этот брак долго не продлится, потому что мужчина брал замуж женщину, а не ребеночка инфантильного. Понимаете, поэтому мы должны к личностной зрелости стремиться. И вот подчеркну все-таки вот этот вот стресс, да, который нас, особенно вот информационный, которого я призываю избегать, вот всячески, где только могу сказать, я об этом скажу. Утром посмотрели новости, все, дальше только позитивные вещи смотрим, читаем. Вот. Ну и, конечно же, попытайтесь планировать. Вот планирование, оно тоже снимает тревогу. Планировать что-то и про семью. Как будет у нас, если случится вот так-то, как будет у нас, если случится следующее. И не забываем, что мы при замужестве давали клятву и в радости, и в горе. Поэтому давайте покажем, насколько мы жены, те, которые давали, ну, кто замужем, кто не замужем, еще подумают, выходить замуж или Поэтому давайте оставаться женами и в трудную минуту, я думаю, так. И получить от этого удовольствие в роли жены, что да, я вот такая классная жена, что когда было очень плохо, я оставалась женой. И это большое удовольствие в рамках вот самоуважения в этой роли.
Ну вот Ольга как-то так. Александровна, может быть, есть что-то, что вы держали, а я не спросила об этом, и поэтому какие-то мысли, какие-то рекомендации остались невысказанными, поэтому я бы хотела вдруг, если есть что еще сказать, чтобы вы сказали. Ну, вообще-то я так на спонтанность, конечно, рассчитывала, но все-таки хочется вспомнить наших деток, да. Пожалуйста, не обижайте деток, они сейчас такие несчастные, они так жалуются. Вот. И я, конечно, не детский психолог, но ну, когда я слышу, что вытворяют с детьми мамаши, которые резко, ну, все поменялось, они вдруг стали все учителями, церберами, они, ну, папы те вообще в ужасе никогда не думали, что материнство это так сложно. Я хочу вам, мамочки, сказать, что мужчины в этом смысле вас очень серьезно вот переоценят. Я даже посмею вам рассказать одну историю из практики, когда мне женщина жаловалась, что ее муж заставляет к свекрови ехать огород копать, а я говорю, а ты поедь, пожалуйста, поедь, пусть он останется с 2 детьми. И вот она уехала к свекрови, он так мечтал, чтобы она у свекрови огород копала, она уехала огород копать. И когда он неделю побыл с 2 детьми 4 и 6 лет, он через 3 дня за ней вернулся и говорит, просто сказал, что она у него великий герой, потому что он, правда, мужчины даже не знают, как трудно быть с детьми. Поэтому это будет еще вот такой положительный момент. Наконец-то мужчины увидят, что такое быть с детьми. И не будет больше вопроса, а что ты целый день делала, когда маленький ребеночек на руках? Да, мне кажется, это как раз прекрасная возможность. Вот мы часто обесцениваем, да, труд другого человека, особенно если женщина домохозяйка. Часто кажется, что она ничего не делает. Сейчас мужчины заметят, что же делают их жены все-таки, которые часто как электровеники с утра включаются, и целый день какая-то деятельность. И откуда они берут деньги, что все в доме есть. Поэтому да, мы много чего увидим, да, такого. Да, поэтому, мне кажется, это как раз время, когда можно обратить внимание на то, из чего состоит все-таки наша жизнь, из чего состоит наш каждый день, и что ценность в общении, в эмоциональном тоже очень большая. Не будем упускать этот момент. У нас осталось очень мало времени. Я хочу предложить нашим подписчикам предлагать нам следующие темы, то есть мы, в принципе, готовы регулярно встречаться. Если есть вопросы, которые хотелось бы обсудить, которые хотелось бы задать опытному психоаналитику, поэтому вы можете, у вас есть такой уникальный шанс сделать это, и welcome в наши эфиры. И, Ольга Александровна, может быть, вы как-то хотели бы подытожить нашу беседу? Ну, я, наверное, подытожу шуткой, вы уж меня простите. А знаете, мы сегодня весь час говорили о том, как трудно нам быть с близкими людьми близко, да, но поверьте мне, в консультации одиноких людей, они так нам завидуют, они говорят, боже, как можно жаловаться, я один, я совсем один или одна. Поэтому поверьте, вот это вот, каждый жалуется на свое. Одинокие люди еще больше страдают от одиночества, мы семейные завидуем им, они завидуют нам. Поэтому всегда хорошо там, где нас нет, давайте ценить то, в чем мы есть, находить в этом позитивные моменты. Прошу всех потерпеть, проанализируем все потом, когда все будет позади, а мы потом, может быть, прям сделаем с Мавиле эфир, и на ваши вопросы вот прям потом, постфактум расскажем, что делать потом, не сейчас. Я бы вот на этом остановилась. Тогда предлагаю всем включить небольшой режим ожидания, набраться терпения, попробовать раскрасить эти будни какими-то совместными играми, я не знаю, вовлекайте детей в эти процессы, общайтесь друг с другом, в конце концов, устройте себе романтический ужин, что угодно, для того, чтобы пережить этот непростой период. Будьте с нами, смотрите вместе наши эфиры, возможно, они будут полезны как вам и вашим супругам. И для того, чтобы этот эфир мы не потеряли и сохранили, я его завершаю. Спасибо вам большое, Ольга Александровна, за то, что ответили на все наши вопросы и вопросы наших подписчиков. Ждем новых встреч. И вам большое спасибо. До свидания, до новых встреч. Спасибо.